это наш? А, вон он летит. На, стой. Так, успокойся. Успокойся. Сюда басть. Спокойно бери. Смотрите, что он делает. Давай, ну-ка, сюда басть. Сюда басть. Ну. Я говорю, спокойно бери. Он, знаете, вот у него привычка такая, хватает, блин, пол руки может там в пасти у него остаться. А я так команду даю, чтобы спокойно он брал хлеб из руки. Ну, пусть немножко позавтракает тоже. Не сидится мне, вот чай надо пить, а я вот все наблюдаю, за горизонт смотрю. Ох, сегодня хороший день такой. Для подхода не скажу, что хороший. Они могут и издалека улететь, но такой день их можно увидеть. Такой день они издалека, я могу увидеть их. Но спешить не будем, в принципе. Может, чуть позже они выйдут. Потому что здесь мощная партия, сказали, что возле избушки, говорят, большая партия выходит. Не знаю вот где. Сухостой у меня пока стоит. Я пилу не взял сегодня. В одиночку неохота этим возиться. Это лотерея, ребята. Вот смотрите, дерево, блин, такой диаметр и амбар. Не знаю, какая лотерея мне выпадет. Или я смогу свалить его, или же сам куда-то свалится. И амбар вот под прицелом тоже у этой сосны. А? Бездельник. Съел нормально. Я тоже сейчас чай купил. Крышку от термоса заказал. Не знаю, когда придет. И самое главное, чтобы подошло. А то сейчас тоже там отзывы читаю, и некоторые крышки не подходят по размеру. Ну, на 2 термоса заказал, посмотрим. Ой, что я наделал? Где у меня бумажка? Давненько в походе я уже не был. Все как-то не получалось, ну никак. То одно, то другое. То погода, то болезнь, там еще какая-то форс-мажорные ситуации были. А вот сегодня уже я пью чай в своей избушке. С яйцом. Сейчас буханка 46 рублей стоит у нас. Как-то я вроде или в инстаграме рассказывал, сколько стоит, или уже в своих фильмах в ютубе. У нас на 2 рубля подорожало сейчас в новом году хлеб. Не знаю, кого благодарить за рост цен. Ну и охотничья колбаса. Такой на скорую руку. Варить долго. Когда на день идешь, конечно же, полуфабрикат взял. Но зимой можно еще, знаете, вот пельмени. Самая быстрая еда пельмени. Как бы везешь его, он не растает ничего. Готовить быстро.
Вот. Ну и майский чай вот еще. У меня старый запас. Это как-то в прошлом году с Енисом и с сыном приезжали в поход. Он, вот, а у него чай там с Питера еще привез. И до сих пор еще в избушке. Вот. Ну, вообще, вы видите, какой у меня завтрак. Я сейчас позавтракаю, и сходим, съездим, посмотрим, может, где увидим косачей. Может, удастся пострелять. Это уже как получится. А сейчас я пью чай. С колбасой, с яйцом, с хлебом. Вот такой завтрак. Избушка уже тепло. Чувствуется он моментально, вот буржуйка моментально дает жар. Это большой плюс для охотника, когда ты весь спотевший, сиди, пришел. И сейчас вот я уже тоже спотел. Все, пью чай. Soizuolten lopnoi. Vai lapa. Bezilni. Tot еще без. Vai lapa. Vai lapa. Lapa vai. Vai lapa. Lapa с ногами. Lapa. Сейчас я остановился, смотрю, здесь один косач вон туда за речью улетел. Вот отсюда, у меня изба вот здесь, за этими деревьями. Сейчас туда дальше съезжу, а за речью
неохота мне идти переходить. Неудобно рулить одной рукой. Если увижу кого, включу. Пока тишина. Только они там может партия там сидит. Не знаю. Сейчас дальше поеду. Прям тут, ребята, штук 5-7 пассатей было. Вон туда за озеро улетели. Сейчас пешком туда иду. И туман за ними побежал. Вот тут, блин, оказывается, в лесном массиве они сидели на лугу. Сейчас глянем, там далеко улетели или где они. Я их заметил. Блин. Сейчас вот сюда никак. Тут с другого места. Да, за озером они сидят. Сейчас обратно вот тут. Просто неудобно стрелять. Вообще ничего не видно. Блин, пока возился с этой съемкой. Все, да, поголовно улетели. Блин, такое место неудобное, блин. Сейчас уже хотел последнего выстрелить из дальнего расстояния, который сидел. Вот тут они буквально сидели за этим. Ну, пока приближал, там не видно дичи. Вон еще один. А, чуть дальше они сидят еще. Ладно, продолжаем. Один остался. Далеко. Через сучья. И то улетел. Вот, смотрите. Вот и все дела. Пока настроишься, подготовишься, они взлетают, улетают. Вот и ладно. И одного еще один сидит. Сейчас. Больше снимать пока не буду. Надо стрельнуть хоть разок. Короче, возвращаемся. Не наши птицы улетели. И знаете, вот сейчас я иду. И, блин, под деревьям такой наст. Шорох, грохот такой. Не подойти к ним. Хотя сейчас я с рогатиной вот такой хожу. Без этого сейчас даже не пытаюсь. Ну да ладно, первые пассачи. Ну немного, не больше 10 их было тут. Возвращаюсь к бурану. Одного вижу. Так, ну попробую приблизить, может. О, видели? Вон он. Вон. Вот сидят они где. Туда почти километр. Не меньше 800 метров. Тоже заречье. Я первоначально вот там ниже видел. Они потом взлетели и, видно, перелетели туда. Там за опушкой уже болото. Наверное, туда и будут. Они в лунки спрячутся. Я возле избушки. Вот тут охотничья изба. Амбар, баня, навес. Хорошее место тут охотников для охоты, для рыбалки. Вообще классно. Местечко под чай. Ну вот опять же, туда надо идти. Я одет по-зимнему. И они хитрые, они вообще издалека улетают. Бесполезно. Я думал, куда-нибудь вот сюда они на опушку сядут. А нет. Жизнь дороже. Они тоже немножко башка у них варит. Ладно, сейчас я еще дальше поднимусь. По целине прет буран, только в путь. Сейчас можно хоть куда съездить. Хороший этот
Ну, держит в общем снег. Хоть на лыжах, хоть на буране. Да, хочется пострелять, но невозможно. На лыжах сегодня такую даль не буду идти. Да и переход непонятно какой на речке. Фиг с ним, пусть сидят. Не наши птицы, дальше идем. Едем. Ребят, был выстрел. Где-то метров 80. И вроде как попал. Ну не уверен, блин. Не четко так упал. Вон еще они за речи улетели. Сидят. Фух. Вот. Сейчас глянем. Что-то похоже, как будто он упал. Сейчас подойду, посмотрю. Будто там перо. Так, подожди. Перо или листья. Лист. Потащины. Сейчас. Подошел к этим. 2 штуки сидят. Метров 200 от меня. Сейчас еще один улетел. Но не подпускает. Все, улетели. Так, ладно. Улетели и улетели. Я сейчас в эти кусты зайду, буду искать. Хотел я сейчас 200 метров один раз бахнуть. Хотя бы. Ну, по поляне шел, заметили. Ребят. Вот он. Вот это да. Случайный трофей, блин. Опять чуть ниже как-то. Вау. Вот он, ребят. Тула, Тана, поколи. Оспай. Просто понюхай еще. Да. Ну, мine я. Все. Так, он сидел, не помню в какую сторону головой. Пуля ушла ниже. Под яблочку стрелял как-то. Фу, сейчас пойду бурану все расскажу, как было. Короче, ехал оттуда. И вдруг я заметил вот тут. Сидели они возле озера. Буквально там остановился, вот отсюда рогатина моя. Где-то вот так, наверное, было. Примерно 70 метров. Не больше. Больше. Нет, да, около 60-70 метров. Один выстрел и один трофей. Так получилось. Но я, ребят, блин, так вспотел, пока бегал. Особо не бегал, но все равно одет. Для того, чтобы ездить на буране. Фу, вон он. Короче, после выстрела все рванулись улететь. Рванулись. И я падения тоже не видел. Прошло 2 секунды примерно, 2 секунды. И я не знаю, как получилось. Вот увидел, что этот вот так шатается и вниз пошел. Это получается, он с дерева как-то упал. И между деревьями он притормозился, я не знаю, как получилось. И после 2 секунд, 2-3 секунды он начал лететь, догонять основную партию. И вот такая картина. Если бы он не взлетел, я бы не увидел, что я попал. Он бы так и потерялся, там намертво, может, упал. Знаете, вот с карабина, когда вы стреляешь в гуще тайги, такой удар отдача даешь, что на доли секунды обзор внимания теряешь. И вот птица, оказывается, я попал в него, но я не заметил. Хорошо, что он взлетел. Но вот когда у охотника его добыча, он всегда вот находишь его. А так я мог сегодня эту птицу потерять. Когда с мелкашкой стреляешь, ты в птицу попадаешь, звук пули слышишь.
как падает птица. Ну, отдачи нету, все смотришь в оптику даже. Ну и даже если со 100 метров ты после нажатия курка там пуля доходит там через секунду, и ты слышишь, как пуля попадает в птицу. А с карабина это уже что-то с чем-то. Но старался стрелять в яблочко, наверное, или я не помню уже, куда я прицелил. Честно, не помню. Но главное попали, а потом. Вот такая рогатина. Без рогатины сейчас вот бесполезно. Вот так вставляешь и стреляешь. Вот. Так лучше стрелять. Еще удобнее, когда рука на колени. А двуногие эти сошки мне не понравились. Это вообще говно. А одной палкой ты так вместо палки будешь ходить и установил там, стреляешь. Очень удобно. Мне понравилось. Без сошки сейчас все. Лучше не охотиться с карабином. Ладно, сейчас еще с километр съездим и будем возвращаться на избу. Все спотело. Немножко даже настроение поднялось. Да, как-то первая стайка, которая была, так и улетела. А вот это и вторая партия по 10 штук примерно. Едем дальше. Мои следы. Вышел на очередной луг. Все, дальше ехать не буду. Хотя тут за поворотом еще возможно есть они. Но здесь уже дороги нету. Все смыло. Здесь раньше машинная дорога тоже была. Но все смыло рекой, берег. Обычно сюда выходят, здесь можно встретить. А встретил сегодня вообще в другом месте, где я не ожидал. Смотрите, какой ветер, блин. Дальше, в принципе, тоже есть косачи, но нет. Надо меру знать. Одного добыли, и то хорошо. Так, вон они. Тулан. Тулан бежит, не хочет на буран садиться. Река полуоткрытая, вдоль берегов вообще страшно, я не знаю. Хочется сегодня порыбачить, и опасненько там. Надеяться, что тут будут. Немало уже тут гоняли их, конечно. Может, перешли на другое место. Ладно, не буду терять время, я сейчас буду возвращаться. Может, еще удастся где-нибудь увидеть их. Тут избушка, которой я обзор делал прошлый поход. Тоже вот по своей старой буранице и заехал.
что, Тулан, мы дома. Печка дымит. Там должно быть тепло. Для лыж надо придумать что-нибудь другое. Неудобно, когда тут лыжи лежат. У меня ноги длинные и вообще ноги деть некуда. Тяжело сидеть. Тяжело, я имею в виду, неудобно. Надо как-то придумать. Здесь я все хочу, гадаю, как бы сделать багажник небольшой. Ну, и чтобы как-то стоя лыжи вот так поставить. О. Не выше лобового стекла, вот как-то так, чтобы он был. Так, ну это я буду думать еще. Рано или поздно я это сделаю, потому что хреново. Я сейчас вот ездил туда 4 километра, сюда 4 километра, 8 километров вот максимум, ну, от силы. Примерно так. Так, 13, сейчас 26. Ну да, примерно так и получается. Охоту закончили, сейчас отдохнем и может быть еще порыбачим. Нормально покатались. Так. Даже сегодня в мишень не буду стрелять. Не хочется. Не буду еще. Опа. Барнаульские патроны 9,4 грамма. Кому интересно. Так. Еще дым. Вот. Все. На сегодня стрельбу закончили. 4 патрона. 5 патрон я выстрелил. Косача. Ладно. Далеко летают с подхода, много приходится ходить. Ну, птица уже все зашуганная, и сейчас уже через месяц начнет таковать. Они хитрые становятся, а на таку глупые. Вот и долбят их на таку. На таках. Он бездельник. Туда-сюда бегает. Но сейчас подустал, начал уже, как бы, как остановлюсь, там ложится, отдыхает. Нормально. Крепче будет спать. Он собака услышал. Четырехтатный. Может буран, может мотособака. Не поймешь сейчас, кто куда ездит. На чем-то есть ездит. Сейчас начали переделывать. Бураны на четырехтатный вставляют двигатели. Но сразу скажу, отзывы у нас, у мужиков, хреновые насчет этого четырехтатного. 18 лошадей и, говорит, слабо тянет. Так что наш буран советский жрет, конечно.
мощно, но сильный. Или же 27 лошадей хотя бы поставить четырехтатный.